Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. День и час, когда ваша жизнь поменяется к лучшему. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек и загадайте на день и час, когда ваша жизнь полностью поменяется к лучшему. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим. День и час, когда ваша жизнь поменяется к лучшему. Так. Ну, во-первых, перемены будут очень глобальные в вашей жизни. И эти перемены, тут нет конкретного часа, но тут идет день. День у вас троечка. Третий день месяца, третье число, третий лунный день. У кого отыграется так, у кого по-другому. Троечка – это ваш счастливый день. А что касается времени, то время идет ранее, больше похоже на где-то часов 7 утра. Вот в это время у вас будут самые серьезные перемены в вас и перемены в вашей жизни. То есть семерочка, либо, кстати, семерочка может быть и 7 утра, а может быть и 7 вечера. То есть вот семерочка вообще очень сильное число. Вот кто занимается нумерологией, понимает, да, знает, что семерка — это очень активное энергетическое число. Это какой-то бесконечный энергетический поток. Ваша жизнь, она будет действительно меняться, и будет меняться очень прогрессивно. И вот прям как без остановки, как будто бы кто-то фонтан включит, да, фонтан желаний, фонтан исполнений. Просто здесь у вас вышло, всего очень много. Я буду это перечислять, а вы уже как бы сами под себя примеряйте, либо принимайте, говорите, вот слышите мое предсказание, говорите, я принимаю, да, и вот вы себе уже в жизнь это предсказания впускаете. Смотрите, я буду просто перечислять. Во-первых, я вижу, что у человека уйдут какие-то финансовые проблемы. То есть есть финансовые проблемы, у кого-то это кредиты, у кого-то это вообще вот нужна какая-то сумма денег, да, определенная сумма денег на что-то, на какое-то дело, может быть, даже не совсем для вас. Но вы как будто бы занимаетесь тем, что вы эти деньги разыскиваете для себя или для другого человека, для каких-то обстоятельств, для каких-то ситуаций. То есть вот как будто бы вы за этими деньгами бегаете, как будто бы вы на них охотитесь, да, нужны вам эти деньги. Вы эти деньги обязательно найдете. Эти деньги в вашу жизнь придут. Придут они каким-то, знаете, хитрым путем, либо в 2 захода, либо каким-то хитрым путем через какие-то вторые руки. Вот. Придут, вы их вложите, либо используете по назначению, вы свое дело, свою эту задачу выполните, закроете и получите заслуженный результат. Тот результат, на который вы рассчитывали. То есть проблема есть, проблема будет завершена. Еще раз говорю, да, через вторые руки, либо как-то в 2 этапа к вам эти деньги зайдут. Вы их обязательно и найдете, и получите, за это не переживайте. Следующий момент, связанный с каким-то вот поездка, отъезд, переезд, перемещение, покупка, может быть, чего-то нового, да, новое жилье, аренда нового жилья, да, то есть человек запутался, человек как-то сбился уже с ног в поисках какого-то идеального варианта, либо идеального места, либо какой-то возможности. Знаете, вот как-то все с каким-то но, да, вот вы вроде варианты есть, но они все какие-то с но. Я вижу, что вам придет вариант. Именно вариант к вам придет через женщину. Женщина озвучит какое-то просто сумасшедшее предложение и по цене очень для вас приемлемое, и по качеству, и по всем вытекающим. То есть вы мечтаете о каком-то месте, да, место вашей мечты. Вот как выглядит в идеале, да, дом вашей мечты, либо место, где вы живете. И вот вам предложат столько, сколько вы мечтаете, и даже больше. Вот какой-то такой идет посыл. То есть мечта, желание исполнится, но исполнится как будто бы в троекратном размере. Вот так вот идет. То есть вы даже об этом еще и не мечтали. Настолько все будет хорошо. Дальше.
Здесь кто-то развелся, либо разводится, у кого-то проблемы в семье. Личная жизнь очень проблематична, очень много каких-то выяснений, каких-то, может быть, даже обид есть у человека на сердце. Может быть, даже не развод, а просто расставание было, да, причем расставание достаточно, ну, болезненное для вас было, да, как-то человек, ну, совсем некрасиво поступил, либо исчез, да, ушел по-английски, не прощаясь, либо человек наоборот как-то вот еще и нагадил перед тем, как исчез, да, и вы, ну, вы не отпускаете эту ситуацию, вы как будто бы этой ситуацией живете, постоянный вопрос в голове, за что, почему, от чего, ну как так, да, вот никак не можете смириться. И вам кажется, что вы не можете этого человека отпустить. На самом деле это не так. Здесь вопрос именно обиды. Я вижу, что этот человек объявится. Либо объявится лично, либо вы о нем узнаете какую-то информацию. И эта информация настолько сильно вас разозлит, что вы прям так ручкой по столу стукнете и скажете: да что ж такое, да? Я тут сижу, значит, переживаю, мучаю, страдаю, а он там, значит, там гуляет, да, либо он там личную жизнь свою устраивает. И так вам станет вот прям не по себе, да, прям разозлитесь вы, что вот это ваше... Любовь надуманная, да, надуманная любовь к нему, она сразу испарится. Испарится, и все, почувствуете, что вы свободная, почувствуете, что вас вообще ничего в этом человеке не заботит, не волнует, и как будто бы и не было. Вот так вот пойдет, мои дорогие. Вы успокоитесь. Дальше я вижу человека, который беспокоится о каком-то другом человеке, да, это может быть ваш ребенок, либо ваш там любимый человек, либо кто-то из ваших родственников. То есть здесь страх за здоровье, за будущее, за возможности. То есть я не могу точно выделить, о ком вы беспокоитесь. Здесь именно попытка, да, для этого человека сделать все, что возможное, да, все, что вы можете, все, что у вас в руках есть, вы готовы этому человеку отдать. Да, а он то ли не берет, то ли он как-то закрылся, то ли как-то нет возможности этому человеку передать. Да. Не переживайте. Во-первых, человек все знает. Человек понимает, что он и так слишком многим вам обязан. И смотрите, какая ситуация. Да? Вы пытаетесь отдать этому человеку все самое лучшее, а человек в свою очередь пытается у вас не забрать последнее, да, вот, ну, как-то так, да, вот он относится к этому, как забрать последнее. Мои милые, тут, ну, явно вы друг друга любите. Еще раз говорю, это может быть ваш ребенок, для которого вы стараетесь, это может быть ваш, там, кто-то из родителей, может, любимый человек, да. Здесь какая-то догонялка идет, но догонялка немножко неправильная. Вы отдаете всю себя и даже больше, да, а человек не желает, чтобы вы тратились, не желает, чтобы вы вкладывались, потому что там есть какой-то скрытый смысл, который человек, ну, вам не доносит, да. Есть какая-то тайная секретика, о котором человек не говорит, он вам расскажет. Он вам расскажет, но вы, пожалуйста, реагируйте правильно. Понимаете, что каждый живой человек – это индивидуальность, и каждый имеет право на свой собственный внутренний мир, на свое собственное зрение и на свой собственный подход. Просто примите. Вот если любите человека, просто примите его решение, его желание. Да? То есть, смотрите. Вы там пытаетесь, чтобы ваш ребенок, например, поступил в какой-нибудь там супервуз, получил какое-то грандиозное образование. А ребенок понимает, что нет, я не хочу, да, я хочу, например, идти и работать. Да. Вы хотите, чтобы он был, например, я не знаю, ну, я утрированно буду говорить, да, вы хотите, чтобы ваш, например, ребенок стал каким-нибудь там великим экономистом, а ребенок, он любит вырезать по дереву, да, и он говорит, ну, я хочу быть краснодеревщиком, да, я хочу там быть, может быть, даже певцом, певицей, да, актером. И для вас шок, ну, как так, да, я же хочу, чтобы у тебя было обеспеченное будущее, а ты вот какую-то ерунду. Вот поймите правильно того, кого любите. Это его зов сердца, это его интуиция и его внутренний мир. Пусть делает то, что хочет. Придет время, этот человек еще вас очень приятно удивит. То же самое касается, например, ваших родителей. Вот зовете вы к себе там маму пожить, да, она говорит, ну, не хочу приезжать, мешать, да, вот у меня есть мой домик, да, моя земля, я там себя прекрасно чувствую, там мой коллектив, мои соседи, друзья, мы там все как одна семья. Понимаете, не надо ее силовать, если ей там хорошо нравится, пусть остается. Либо любимый ваш человек, да,
Вот он сидит там, что-то себе там думает, делает, а вы его подгоняете. Говорите, вот иди работать, иди там делай то, все. Смотри, там вокруг люди, там один сделал это, другой там бизнес открыл. А ваш человек, он готовится, он вам не говорит. Он такую идею гениальную вынашивает, что потом все будут вокруг шептаться, какой гениальный человек, какой гениальный муж у вас есть. Дайте немножечко свободы тем, кого любите. Я вижу, что вы с посылом, что вы хотите все самое лучшее, но нужно немножечко успокоиться и довериться тем, кого вы любите. Вот. Дальше у вас тут путешествие выходит. Смотрите, какое приятное путешествие на лодке. Путешествие очень... Смотрите, удачная, во-первых, удачная. Во-вторых, в этом путешествии вы как-то вот совмещаете и отдых, и какие-то дела, и какие-то новые приятные знакомства, связи. То есть у вас какое-то комбо прям в путешествии идет. И отдохнете, и по максимуму получите вот и удовольствие, и обзаведетесь какими-то полезными связями. Путешествие неожиданное. Либо, смотрите, вы, может быть, и планировали путешествие, но путешествие будет не в том направлении, либо не в то место, которое вы там выбираете. Вы не расстраивайтесь, знайте, что судьба сама вас ведет. У вас в этом путешествии какая-то прям незабываемая встреча, знакомство идет. Если вы человек одинокий, то эта встреча и знакомство может перерасти в серьезные отношения, в любовь, в счастье, в семью. Если вы человек, не планирующий, например, обустраивать свою личную жизнь, у вас с этим все в порядке, то здесь вы познакомитесь с очень статусным человеком, который вот прям и покровительствовать вам может. Понимаете, очень полезное знакомство. Так что не переживайте, все будет как надо. Не расстраивайтесь. Так, еще я вижу какую-то дележку. Дележку каких-то, может быть, результатов, каких-то, может быть, доходов. Причем это может быть еще и наследство. Будьте аккуратны, потому что вам что-то хорошее должно перепасть и много. А кто-то попытается выкрутить эту ситуацию, да, чтобы вам по минимуму досталось. Но вас предупредят добрые люди, вас предупредят, вам будет звоночек, вам будет сообщение, что вот такая ситуация происходит, будь внимательны, либо будь внимателен, не упусти свою возможность. Я вижу, что вы своего не упустите. Здесь, смотрите, и закон, и люди, и справедливость, все будет на вашей стороне. Мои дорогие, изменения в вашей жизни идут очень хорошие. Они идут стабильные, качественные. Тут они просто уже, я не знаю, по всем уровням прошли. Но вы должны понимать, что это будет вот как ступеньки вверх. Вы будете подниматься. Это не будет крутой взлет, да, не крутое поднятие, а это будет больше как пологое что-то, да, по ступенечкам потихонечку идете вверх. Жизнь как будто бы вот из пустого на полное переходит, да, вот как песочные часы, да, потихонечку будет наполняться колба. Не спешите, не форсируйте события, потому что спешка, она очень вредна. В спешке вы теряете в деталях, а детали очень важны. Это вот те маленькие кусочки, камушки, которые помогают создавать что-то стабильное, вечное и прочное. Да, всегда об этом помните. Мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.